30 девушек со всего Кыргызстана, будущие IT-специалисты, прошли обучение в рамках проекта «Девушки в IT». Среди них и 17-летняя финалистка Александра Иванова. Она поделилась своим опытом участия. Проект открыл для нее новые горизонты в сфере информационных технологий. Также позволил развить важные навыки и познакомиться с единомышленниками. Я выбрала этот проект, потому что это располагало к моим целям. Моя цель – это быть графическим дизайнером и продвигать это в Кыргызстане. Было ожидание, интересно было, и после этого нас вели и рассказывали все, и было очень интересно и понятно, так как, было понимание от этих людей, они рассказывали прям до каждой нашей ошибки, разбирали все, показывали, чтобы в дальнейшем мы этого ничего не допускали. Я планирую дальше работать и развиваться, и развивать это в Кыргызстане, чтобы и у нас в Кыргызстане был дизайн на высшем уровне. И сегодня финалистки проекта были официально награждены на церемонии, организованной компанией Wildberries при поддержке общественного фонда «Энебалагатерек» и партнеров в лице госорганов. Так заместитель министра образования подчеркнул важность цифровых навыков для будущего молодежи. На мой взгляд, главный посыл данного проекта заключается в том, что каждый государственный орган должен в себе нести такое понятие, как социальная ответственность. Я думаю, с помощью наших основных партнеров мы смогли это донести. То, что проект был инициирован фондом «Первой леди», это очень важно и значимо, потому что мы, кроме данного проекта, сотрудничаем с данным фондом и в других отраслях в сфере образования, в том числе по вручению стипендий. На церемонии награждения финалисток проекта также приняли участие представители Кыргызпочтасы. Генеральный директор компании рассказал об особенностях участия молодежи в подобных инициативах, которые помогают им получить необходимые цифровые навыки для успешной карьеры. Кыргызпочтасы с удовольствием поддержала эту инициативу. Я хочу сказать, так как мы являемся оператором электронной торговли в Кыргызской республике, помимо помощи в логистической части и так далее, мы совместно с фондом «Первой леди» были закуплены вот эти ноутбуки и подарены нашим девочкам. Мы очень надеемся, что эти подарки будут у них инструментом для дальнейшей реализации их работы в будущем, потому что ноутбуки, телефоны – это их основное ремесло будет в IT. Финалистки получили сертификаты и ноутбуки, а также рекомендации для трудоустройства. Отметим, что проект направлен на поддержку женского предпринимательства и развитие профессиональных навыков в области IT и электронной коммерции. Для сегодняшнего мероприятия у нас были отобраны 35 девушек из разных регионов нашей страны. Основными критериями отбора были девушки с 18 до 22 лет из социально уязвимых слоев общества нашего населения и девушки, которые учатся в среднеспециальных образовательных учреждениях, то есть это лицеи, училища. Летом у нас начался отбор, также в августе начался этот курс. История создания проекта принадлежит двум прекрасным дамам. Первая леди Кыргызской республики Айгуль Джапаровна и Татьяна Владимировна, когда прилетала сюда с визитом в Бишкек, встречались и обсуждали возможность поддержки девочек именно в регионах. Потому что в городах все-таки у девчат больше возможностей, есть доступ, есть выход и шанс получить образование. В регионах, конечно, этих возможностей намного меньше. Так вот, две прекрасные дамы договорились о том, что они будут реализовывать проект в IT-сфере именно для девочек в рамках поддержки женского предпринимательства. Татьяна Владимировна Ким, она является основательницей компании Wildberries, и она сама женщина, поэтому женское предпринимательство в ее повестке занимает особое место. На церемонии награждения финалисток проекта «Девушки в IT» был отмечен важный вклад Wildberries и их партнеров в подготовку молодых специалистов из регионов Кыргызстана. Заместитель министра образования и другие спикеры подчеркнули значимость получения цифровых навыков в современном мире. Проект стал важной ступенью для поддержки женского предпринимательства и образования в сфере IT. Эрмек Куренкеев, Диана Абдулдаева, Меримбек Джуспекулу, ЛТР Бишкек.